8 июня – знаменательная историческая дата. В далеком 1920 году в этот день в Южной Осетии была провозглашена советская власть. События, которые последовали, вошли в историю Южной Осетии как геноцид нашего народа со стороны Грузии. В настоящее время многие страны постсоветского пространства советизацию считают ошибкой, но для нашего народа этот шаг был необходимым и правильным. По праву эта дата считается одной из значимых в истории осетинского народа. Значима она тем, что этот день стал завершением долгой борьбы национально-освободительной против происков грузинской стороны. Если в XIX веке это были грузинские помещики, князья, тавады, то уже к 20-м годам это было уже грузинское правительство. Этот день ознаменовал и оповестил мир о том, что осетинский народ не отошел от тех идей, которые были озвучены в самом начале, в 1917 году, что осетинский народ желает бескровно завершить вот этот долгий путь противостояния с грузинской стороной. Восстание лета 1920 года являлось самым крупным вооруженным восстанием народа Южной Осетии за свое освобождение. Противостояние длилось несколько лет, пока в 1920 году в селе Рук не была провозглашена советская власть. К вечеру 7 июня меньшевистские войска Грузии были изгнаны. Схимвал был освобожден. Уже на второй день, 8 июня, в центре города на митинге народ официально объявил о советизации Южной Осетии. Иметь рядом с собой государство, где провозглашена советская власть, не представлялось для них возможным. Более того, осетинский вопрос очень долго не давал им покоя, и они, воспользовавшись моментом, сделали этот день поводом для карательной экспедиции. Этот день стал началом геноцида осетинского народа. Грузия выбрала именно такой путь – путь истребления осетин как этнос. 12 числа Грузия, собрав все свои силы, плюс перебросив контингент с азербайджанской границы, смогла выставить против Осетии намного превосходящие военные силы. Были убиты тысячи человек, большинство из которых женщины, старики и дети. Об ужасающих масштабах говорят сохранившиеся документальные материалы специальной комиссии. Уничтожено 20% населения Южной Осетии. Многие населенные пункты были сожжены дотла, а население уничтожено. Летом 2020 года южные осетины провозгласили советскую власть и дали повод для масштабной карательной операции. В обращении к войскам грузинский военный министр призывает не щадить ни изменников, ни их семьи, включая детей, во имя будущего Грузии. А повстанцы Южной Осетии пишут письма к вождям Советской России с просьбами о помощи. Власть Советов была восстановлена на юге Осетии только 5 марта 1921 года. Прошло уже 100 лет с начала геноцида осетин. Но юго-осетинский народ помнит те страшные события, помним, какой ценой нам досталась независимость и свобода. Оксана Джоева, Зарина Таттаева, ГТРК ИР. Информационный выпуск сегодня.